Картины, графика, прикладное искусство, вершина культуры Великой Степи, искусство плетения и изготовления войлока, охота с ловчими птицами, кузнечное и ювелирное мастерство – все это в программе «Казарт». Сергей Калмыков театр қабырғасында жұмыс жасап жүріп, ол көптеген туындыларын осы театр тақырыбымен байланысты болды. Мысалы, ұлы костюм. Работая в стенах театра, художник многие свои произведения связал с тематикой этого театра. Например, серия картин под названием «Дочери великого костюмера». Это произведение, написанное в 1946 году, одна из картин, входящих в этот цикл. На этой картине можно увидеть не Калмыкова, пишущего в реалистичной манере, а его особую манеру, которая была присуща его творчеству 40-х годов. Здесь художник не ограничивается изображением реальной жизни, а обращается ко второму миру, миру фантазии, миру его мечты. Если кинуть взор на второй план, то там изображено судно, то есть художник, связав в этой картине реальную жизнь с миром фантазии, создал удивительную композицию. Сергей Калмыков родился в 1891 году в городе Самарканде. Вскоре семья Калмыковых переезжает в Оренбург, где будущий художник заканчивает здешнюю гимназию. Творчество Калмыкова не имеет себе равных во всем мире, отличается неповторимыми произведениями. Надо сказать об одном обстоятельстве, что Сергей Калмыков – это художник, создавший в искусстве живописи уникальный стиль, известный как фантастический экспрессионизм. Қазақ мәдениетіндегі ерекше құбылыстың бірі бұл Сергей Калмыковтың шығармашылығы. Творчество Сергея Калмыкова является особым явлением в казахском изобразительном искусстве. Он был учеником одного из русских художников-авангардистов Петрова-Водкина и другого известного художника Добужинского. Сергей Калмыков – это один из тех художников в казахском изобразительном искусстве, который отличается своим почерком и выбором тематики. Впервые в Казахстан он приехал в 1935 году по приглашению композитора Евгения Брусиловского. В том же году он устроился на работу художником-постановщиком в открывшемся в тот период в Алматы музыкальном театре, который в настоящее время известен как Театр оперы и балета имени Абая. С 1909 по 1910 годы Калмыков жил в Москве, где прошел обучение по живописи и архитектурному строительству. Особое место в жизни и творчестве Калмыкова заняли годы, проведенные в Санкт-Петербурге. Свою знаменитую картину «Красные кони» он написал на берегу Невы в 1911 году. Ну, вы знаете, как всякий творческий гений, Калмыков, конечно же, окружен многочисленными легендами. И одна из таких касается его произведения «Красные кони», которое выполнено в 1911 году. И вот, по мнению некоторых исследователей, поскольку он учился у Петрова-Водкина и был в то время учеников Петрова-Водкина, именно вот это произведение «Красные кони» натолкнуло Петрова-Водкина на создание своего монументального уже полотна «Купание красного коня». Ну вот так это было и не так, это, конечно, еще можно подвергать сомнениям, но легенда достаточно красивая. Творчество художника тесно связано с бывшим музыкальным театром, или, как он называется ныне, с Казахским театром оперы и балета имени Абая. Работая в стенах театра художником-декоратором, Калмыков написал многие свои неповторимые произведения различного жанра на различные темы. В общем, Калмыкова можно назвать художником-новатором, который оживил казахское изобразительное искусство. Жалпы Сергей Калмыковтың шығармашылығы қазақ бейнелеу өнеріндегі. В целом, Сергей Калмыков является художником, который первым привнес в казахское изобразительное искусство такое направление, как абстракция. Вместе с тем у художника широкое поле деятельности по реальному изображению действительности. Мы так утверждаем, потому что из картин видно, что для изображения реальной жизни художник использует различные методы и приемы. Например, если в самом начале своего творчества, работая в реалистичном направлении, он написал небольшие этюдные произведения, то порой он, совмещая свои фантазии и реальность, писал удивительные, то есть фантастические композиции.
А порой в творчестве художника мы можем встретить произведения романтического характера. Калмыков осуществлял поиск не только тех или иных композиций, но в процессе работы он работал, смешивая различные материалы. Также он обращал внимание на творческий формат. Например, на круглом формате он оставил изображение своих автопортретов. Его образы поражают, смущают, они непонятны, неясны. И вот здесь, наверное, возможность для каждого исследователя найти что-то близкое именно себе. Не случайно Калмыков пользуется очень большим интересом за рубежом у нас, поскольку он где-то созвучен всем ведущим мастерам всех поколений. Да? Ну и при том, что это был, конечно же, неординарный человек, который жил на одной планете, жил на одной вселенной. Почему у него вот эти произведения, посвященные мастерской Леонардо да Винчи? Поскольку он сидел на уроках Леонардо да Винчи, он писал, для него это был учитель, и как-то там время, место, все смешивается, поскольку это произведение гения. Сергей Калмыковтың осындай шығармашылығында... Мы уже сказали, что творчество Сергея Калмыкова в казахской культуре – это особое явление. Он является первым русским художником, который привнес в казахское изобразительное искусство такие направления, как абстракция, фантастика и другие стили и направления. На достижение таких особых творческих достижений, несомненно, большое воздействие оказала окружающая среда. Именно годы учебы в студии Званцева или же влияние его учителей Петрова-Водкина и Добужинского, а также творческая среда в Санкт-Петербурге оказали большое воздействие на Калмыкова, на его становление как большого художника. Жители Алматы того времени знали Калмыкова как особенного художника, живущего в своем мире. Потому что создавалось впечатление, что Калмыков жил в мире, который он создал в своем сознании. Искусство для него было одной из форм существования в этом мире. Одним словом, творчество было для него, можно сказать, одним из способов избавления от внутреннего переживания, которое рождалось от его сознания, мечты, духовного мира. Одиночество и душевные переживания художника нашли отражение в его творчестве. На протяжении многих лет после работы в музыкальном театре художник, использовав разноцветные театральные декорации, шил себе камзол, чипан, либо берет из бархата. Жил в своем особенном мире, созданном им в его сознании. Для жителей города это казалось чем-то из ряда вон выходящим. В одной из рукописей художник оставил следующую запись. Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная серая масса. И вдруг, как выстрел, яркое красочное пятно. Это я вышел на улицу. И действительно, он не был похож на других. Он жил в созданном им самим мире. Однако его произведения очень правдивы. Герои, рожденные в его сознании, кажутся зрителям очень знакомыми и близкими. Сергей Калмыков относится к тем фигурам в казахском изобразительном искусстве, которые дали возможность понять художникам и, в общем-то, любителям искусства о том, что можно мыслить иначе и выражаться по-другому. Поскольку вот в то время, когда господство идет социалистического реализма, да, когда мы как-то привязаны к определенной технике, привязаны к большим форматам, привязаны к реалистическому отображению мира, непременно в оптимистической такой манере, да, вдруг появляется человек, который думает, мыслит по-другому, живет в своем мире. И все это выносит на бумагу, не задумываясь о каких-то правилах техники, может быть, да, правилах композиционных. Потому что если мы, конечно же, он образованный художник, и он всегда строит композицию правильно. Но вместе с тем, глядя на многие его полотна, мы сначала видим вот тут хаос.
изначальный. Но все это как-то приведено в очень стройную систему. Поэтому мы и говорим об отдельном мире художника. Калмыков – это художник, освоивший все области изобразительного искусства. У него немало произведений, которые исполнены в афорт-технике, которую использует не каждый художник. Написанные в разные годы такие работы, как «В цирке», «Аллегория», «На молодежной спартакиаде», «Вечерний пейзаж», «Медеу» в настоящее время хранятся в музее имени Костеева. Художник оставил после себя более 1500 произведений, исполненных в различной технике. Музей имени Абылхана Костеева обладает наиболее полной коллекцией собрания его произведений. То есть произошло так, что после смерти мастера именно сотрудники музея первыми оказались в этой мастерской, где они старательно перебрали все работы, все потом было отправлено в Государственный архив на дезинфекцию. Произведения, которые были связаны с Оренбургом, с Россией, конечно же, были отправлены в Оренбургский музей, и сейчас они там хранятся и изучаются. Сергей Калмыков, как истинный талант, он, конечно же, мы даже вот в этой экспозиции можем наблюдать, как работал и в реалистической манере, да, работал в живописи. Көптеген тәжірибе эксперимент жасап, осы өнер саласында өнерге сонша берілгендігі соншалық. Он до того был предан искусству, что проводил многочисленные опыты и эксперименты, придумывая в результате новые методы. Среди них, например, в графике существует так называемая гравюра на картоне. То есть он пишет свои многочисленные картины, придумав метод изображения на картоне, гравюры. Одними из наиболее удачных вещей в творчестве Сергея Калмыкова являются его фантастические пейзажи. В процессе создания этих композиций, связывая реальную действительность с фантастическими явлениями, он создает различные композиции. Это можно заметить и из его натюрмортов или жанровых картин, и фантастических композиций. Вообще Сергей Калмыков считает, там, где есть гармония, существует и красота. При передаче внутреннего созвучия каждого произведения живописи он сумел одержать победу над гармонией. То есть он достиг гармонии ясных и ярких красок при отображении композиции вида, здорового вида, тона, фактуры в каждой своей. Өң, рең, тон, фактура жазу арқылы бір ашық, жарқын жаңағы бояудың үйлесіміне қол жеткізді. До выхода на пенсию Калмыков работал, как сейчас мы называем, в Театре оперы и балета имени Абая в Алматы. На этом произведении художник изобразил здание театра, который был свидетелем его творческой жизни. Это была не только его творческая лаборатория, творческая мастерская, это была его семья. И поэтому мне бы очень хотелось остановиться на этой работе Театр оперы и балета имени Абая 1947 года, где Сергей Калмыков предстает несколько необычным, может быть, для зрителя, поскольку мы привыкли к его каким-то фантасмагориям, к его таким непонятным образом. Может быть, вот в сознании большинства живет такой фрагмент. А нужно сказать, что Сергей Калмыков прекрасно овладел реалистической школой живописи. Как вы знаете, это самое дисциплинированное направление. И вот по этому произведению особенно активно видно, что он мастер, поскольку и композиция строится, да, где вот представляется это здание, как вот некий храм искусства, в котором он работал, которому он посвятил всю свою жизнь, который видится сквозь знаменитые алматинские деревья, поскольку вы помните, что все, кто приезжали в 40-е годы в Алмату, всех поражало обилие зелени, журчание наших арыков. И сама вот какая-то теплая, невероятная атмосфера, как среди людей, так и природа, как бы вот она принимала всех, окутывала любовью, заботой, и художники с удовольствием оставались в Алмате, жили, творили здесь. Творчество Калмыкова и его работы с научно-теоретической точки зрения еще не полностью исследованы.
Однако труды уникального художника в предстоящие годы будут еще долго привлекать внимание любителей искусства и, бесспорно, благодаря своей неповторимой манере написания, будут оставаться бесценным наследием для будущих потомков, будут передаваться из поколения в поколение.